Наш видеоурок посвящен тому, как можно создать иерархию страниц в программе в движке WordPress. Иерархия страниц, она будет выглядеть вот таким образом. Сначала мы создаем страницу в меню сайта, потом создаем подстраницу, и таким образом мы можем выстраивать определенную структуру или иерархию. Каким образом это производится? Идем в админку WordPress и создаем страницу. В разделе страницы мы должны добавить новую. Предположим, мы создаем страницу для раздела коллектива или творческих коллективов. Скажем, ансамбль звоны. У нас эта страница будет посвящена этому ансамблю. Пропишем определенное предложение. И теперь мы идем в правую сторону админки. И в разделе атрибуты страницы, вот здесь видите, мы должны выбрать родительскую. Для ансамбля звоны мы выбираем раздел коллективы. Это будет родительская страница. Опубликовываем. Если мы сейчас обновим страницу, то мы увидим, что наряду с ансамблем жарки есть следующий ансамбль звоны. И таким образом мы создали подстраницу для меню коллективы. Идем дальше. Мы, предположим, хотим прописать участников ансамбля звоны. Опять идем в админку и создаем следующую страницу. Вот, добавляем новую. Предположим, у нас это будет Василий Пупкин. Стандартный наш участник всех ансамблей. Ну и размещаем о нем информацию. И эту страницу мы также делаем теперь уже под страницей в родительских атрибутах. Вот здесь. Выбираем уже теперь звоны. Это будет у нас родительская страница для Василия Пупкина. Публикуем. Перезагружаем страницу. И теперь давайте посмотрим. В звонах у нас появляется Василий Пупкин. Если мы нажмем на Василия Пупкина, у нас появляется информация о Василии Пупкине. Вот таким образом создается иерархия страниц, и их можно создавать бесконечно. С вами был Сергей Майнагашев.